Бастрыкин приравнял мигрантов к преступникам. Рахмон пообещал хорошую жизнь. В Таджикистане снова лимиты на электроэнергию. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в нынешнем году наметился рост преступлений, совершенных трудовыми мигрантами, в связи с чем нужно кодифицировать миграционное законодательство и ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Об этом он сказал во время своего интервью Интерфаксу. Как сообщает издание, Бастрыкин изложил мнение, что в законе также должен быть прописан порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками, что сделает миграционный контроль более эффективным. По его словам, такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам более успешно раскрывать совершенные ими преступления. В настоящее время отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов. С их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки. Криминологические исследования показывают, что возрастающая агрессия трудовых мигрантов связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих для осуществления трудовой деятельности в России, которых необходимо информировать об ответственности и последствиях тех или иных противоправных деяний, сказал глава СК России. Следует отметить, что геномная регистрация – это взятие образца ДНК у человека. В настоящее время, согласно принятому в 2008 году закону, ее должны пройти лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Также образцы ДНК могут брать и в ходе следственных действий у неопознанных трупов. Такая высокая оценка главы государства должна стать стимулом к дальнейшему профессиональному. Примечательно, что российские правоохранительные органы всегда акцентируют на преступления, совершенные трудовыми мигрантами. При этом, согласно статистике, приведенной МВД России в начале текущего года, число преступлений, совершенных гражданами стран-участниц СНГ, составляет всего лишь 1,5%, 4800 от общего числа преступлений 309 400, совершенных в России. Документы в таком виде. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел очередное заседание правительства, где повторил свое ежегодное обещание выполнения его правительством обязательств по социальной защите населения и улучшению уровня жизни в стране. Об этом 26 октября со ссылкой на пресс-службу президента страны сообщил спутник Таджикистана. Одной из основных тем заседания стало рассмотрение проекта государственного бюджета страны на 2022 год. На заседании Рахмон отметил, что госбюджет на будущий год направлен на реализацию социально-экономической политики страны, направленной на обеспечение устойчивого развития национальной экономики, развития материальной и инфраструктурной сфер, повышение уровня жизни и социальную защиту населения. Правительство продолжит уделять приоритетное внимание финансированию социальной сферы, и в государственном бюджете на 2022 год на эти сектора планируется выделить 14,6 миллиарда сомани, что составляет 43,7% от общих расходов бюджета или 14% ВВП, сказал президент. Также Рахмон дал указание принять необходимые меры для обеспечения стратегических целей страны, включая быструю индустриализацию страны и продовольственную безопасность, а также обеспечить эффективное и целевое использование средств, предусмотренных в государственном бюджете. Следует отметить, что уровень жизни населения Таджикистана продолжает падать с каждым годом, а размер зарплат и пенсий, которые являются самыми низкими в регионе, не успевают за инфляцией и повышением цен на продукты питания и товары первой необходимости. С каждым годом растет число безработных. Лишь в РФ в трудовой миграции находятся более 2 миллионов таджикистанцев, а между тем государственное телевидение показывает репортажи о рабочих поездках Рахмона по районам страны, где он открывает новые объекты, построенные частными предпринимателями, и рассказывает о том, как жизнь людей улучшилась за период его правления. از همین سبب دیگر نمیرسونه کمرد همون چیزی که زلولی که من یعنی که شخصی عربای خطیر را
кори хидмабур кадум биёюм намерасона ака. Во всех районах страны, кроме столицы и областных центров, потребители электричества, включая предприятия и больницы, снабжаются электроэнергией по несколько часов в сутки, вечером и утром. Власти объясняют это профилактическими работами по подготовке к зимнему сезону. Первые сообщения об ограничениях в подаче электроэнергии появились в соцсетях еще в первой половине октября. Сообщения в средствах массовой информации и социальных сетях о любом запланированном нормировании электроэнергии безосновательны, заявила государственная компания «Барки Таджик». Тем временем в интервью Азади несколько жителей Таджикистана подтвердили введение лимитов на электричество. Так, например, владелец частной стоматологической клиники Мурод опасается, что его клиника обанкротится, если отключение электроэнергии, начавшееся в октябре в большинстве районов Таджикистана, продолжится зимой, как ожидают многие люди. У нас электричество есть по утрам и вечерам, в течение нескольких часов, но в рабочее время нет, сказал Мурод, пожелавший не называть свое полное имя. По словам Мурода, он использует небольшой фонарик или иногда свет от своего мобильного телефона для осмотра ротовой полости своих пациентов. Напомним, жители страны надеялись, что после частичного введения в эксплуатацию Рагунской ГЭС в 2018 году лимиты на электроэнергию будут отменены. Более того, в декабре прошлого года на рабочем совещании с участием членов правительства, руководителей Сагдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, районов столицы, городов и районов республиканского подчинения, президент Эмомали Рахмон призвал население к экономному использованию электроэнергии, пригрозив введением ограничений на его подачу. Причем в этом же году только за 3 месяца экспорт электричества из Таджикистана вырос на 80%.